продолжаем историю о наших великих людей. Сегодня мы расскажем о Василии Давыдовиче Иванове. Вы, наверное, его знаете по истории Великой Отечественной войны. Это якутянин, который был на Потсдамской конференции. И сегодня у нас в гостях его внучка Мария Васильевна Иванова. Мария Васильевна, вы выпустили книгу, да? «Я вернусь». Можно немного об этой книге и сколько экземпляров ее вообще у нас в Якутии? На самом деле экземпляров не осталось вообще. Это последняя книга лежит перед вами. А сколько вообще было? В таком варианте их было 8 штук. И издавались они на наши средства, на средства родственников. Потому что издательство книги требует больших затрат. А так, первый вариант книги выглядел вот так. И он был издан тиражом большим при поддержке нашего правительства Илтумен и при личной поддержке Жиркова Александра. Наш дед, прадед, он был очень скромным человеком, и мы считали его просто ветераном войны. Он приезжал в город Якутск из Мирного, приходил к нам в школы, ко мне в школу, и он, если честно, сильно не любил вспоминать годы Великой Отечественной и всегда отшучивался. Про войну он много не рассказывал. И вот буквально, когда уже многие документы стали рассекречиваться, перед парадом Победы в 2010 году к нам пришли журналисты со многих издательств и стали брать у него интервью, где дедушка стал рассказывать какие-то необычные вещи, что Гитлер умер как собака, что он 2 дня охранял квартиру Геббельса, его труп. Также он, оказывается, один из первых воинов, который нашел двери бункера Гитлера. Они охраняли там документы вермахта, сам нашли помещение, где хранился штандартфюрера, это флаг. И также они охраняли, оказывается, стояли в охране знамени над Рейхстагом. Вообще они в Берлин вошли 25 апреля через Бранденбургские ворота. И в книге подробно все это описано. И поэтому эта история осталась, история правдивая, от первого лица, невыдуманная. Она записана журналистом Марией Павловой Сергеевой. Историческую правку в архиве проверял Василий Решетников. К сожалению, ни Василий Решетников, ни дедушка не увидели свои первые книги. 17 внуков, 33 правнука. Мы все читаем, мы все гордимся нашим дедом-прадедом. А мы, сибиряки, должны не бояться побеждать. А на самом деле, я, откровенно говоря, Сталинграда сильно я не боялся сначала. До первого ранения я вообще не боялся. Потом, когда уже второй раз, когда раненый попадал, уже по теле мурашкой бегал по теле. Я, когда в Сталинграде попадали, мы думали, подумай, немцы, мы тоже столько имеем автомату, такой же винтовки имеем, такой же гранат имеем, мы такие же люди, понимаете, что они у нас должны от них бояться, понимаете. На самом деле, там превосходящая сила немцев была, сейчас вспоминаем мы, тогда сильно до глубины души, мы, особенно молодежь, не понимали, потому что мы рвались прямо в бой, наступление рвались. Молодым парнем, наверное, не только меня, мать всегда вспоминалась. Я думаю, в таком пекле, если я умру, мать не будет знать. Понимаете? То есть мать не будет знать, где могила? Ага, где могила. Это я переживал часто. Человеческая душа, потому что когда человек передовой бывает, он вообще в некоторых случаях отключается вообще. Как автомат? Да, как автомат. Потому что бились впереди, тебя зод или пулемет бьет, понимаешь. А хочется, потому что каким-то образом туда пройти, потому что назад нет у тебя дороги, потому что только тебя можно идти вперед и спастись и с этим сам, понимаете? Потому что если стрелка не снимет, который впереди окоп подержит,
А вот тебя, если ты что-то делаешь, если тут ослабишь, вот тебя бьет, понимаете? Поэтому всегда человек пытается, потому что впереди есть, его уничтожить. Вот из этого у нас потому что как-то и дело, потому что ты продвигался. Потому что вот я помню Миллерева. Вот как сварка работает, поймал, ночью вот зотов доза прямо вот такие огонь летит, поймать, а ты вот впереди ползешь, поймать, а дальше тут каска, потом еще держит лопату, потому что тебя голову не пробило. И спину, которая что есть без мешке, на пеляге вся за какой-то за полчаса все пробоины делаются, потому что ты только по земле ползешь. И пытаюсь, потому что как-то дойти этой местности и скинуть, поймать гранат. А когда гранат кидаешь, немцы точно не попадать, это время прекращает, понимаешь, это, любому человеку страх, потому что взрыв. Это время ты прыжок должен делать, потому что, его уничтожит. Если его не уничтожить, тебя он убьет, понимаете? Вот, и стремились всегда вот такого было. На войне он слышал голос. Однажды он рассказывает, после жаркой схватки они приняли баньку, уснули, и вдруг ночью его зовет голос: «Вася, вставай!» По-якутски «Багавай, тур!» Он не понял спросонья, что это. Он слышит голос и видит призрак женщины, зовет и выводит из этой баньки. Он говорит: я пошел, подальше она вывела и говорит: я справляю нужду, и слышу, летят не миссеры, а летит бомбардировщик и кидает бомбу на эту баньку. И говорит, все, кто там был, все погибли. Он остался жив, и командир сказал: Василий, ты родился в Бабашке. Потому что, это такие вещи, он говорит, я ни в Бога, ни в черта не верил, но после войны принял причину, потому что, оказывается, у каждого есть ангел-хранитель, просто надо его уметь слушать, чувствовать. И он тоже говорит, сижу в окопе, и говорит, идет дрожь, холод, говорит, я ухожу и кидаю бомбу, снаряд. То есть у него было такое какое-то интуитивное предчувствие на войне. Я вернусь, он обещал своей маме, Томской Матрене Семеновне, которая дала ему всю любовь, заботу, ласку. И он всегда трепетно на войне вспоминал свою маму. То есть вот эта любовь его грела и давала ему надежду, что он выживет. Он выжил вопреки всему, хотя он там на фронте умирал. А война научила его русскому языку, он научился писать, научился боевым приемам. Он попал в группу СМЕРШ. Смерть фашистам. Он попал в очень краснознаменный Померанский полк, которым руководил маршал Рокоссовский. С этим фронтом он освобождал Белоруссию, Западную Украину, воевал с бандеровцами. Это очень страшные люди, на самом деле. То есть они убивали свой народ украинский. И когда это он все видел своими глазами, ходил в деревню и видел, как они проволокой даже детей завязывали, чтобы экономить поле, и как жестоко издевались стариками и женщинами. Дедушка пришел в ужас, и он удивлялся, как можно истреблять свой же народ. Это были бандеры. Потом они с Померанским пограничным полком освобождали Варшаву, Польшу. Так они дошли до Берлина. Этот день настал, август 1945 года, и он увидел Сталина. Первым шел Сталин в белом кителе, в синих шароварах, держал в руках фуражку, со своей знаменитой трубки. И когда Сталин проходил мимо, он обернулся в сторону дедушки и помахал ему. Дедушка козырнул, и потом он говорит, вся охрана позавидовала, говорит, все, Василий, теперь не мой лицо, сам лик вождя посмотрел на тебя. На самом деле, да, это счастливая случайность, судьба, что простой чеченский паренек козырял товарища Сталина. И он вернулся и встретил нашу бабушку Петрову, Александру Петровну, женился, и у них родилось 5 детей. Другими детьми он уехал строить город мирный, стоять у истоков алмазодобывающей промышленности. Он собирал с драгов алмазы, ему доверили быть начальником, как инкассатор. Он собирал алмазы и сдавал их в алмаз.
До последнего, да, он работал на цехе окончательной доводки алмазодобывающей фабрики номер 3. Потом ушел на пенсию, он был почетным ветераном не только Алроса, но и МВД, почетным гражданином города Мирного, Вилюйска. Он никогда не просил квартир, никаких привилегий. Книга, ее надо новым переплюте твердо напечатать. Да, для этого нужны финансы, конечно. Ну, таких у нас возможностей нет. Сколько надо денежных средств хотя бы на 100 экземпляров? На 100 экземпляров получается со скидкой 44 тысячи. 44, Да. это на 100 На экземпляров. 300 экземпляров, 120-200 тысяч. И мы ждем спонсоров для тиража этой книги. Обращаться надо в исторический парк «Россия. Моя история». Кроме книги, разработан сценарий художественного фильма. Потому что очень многие, прочитав книгу, спрашивают, а будет ли фильм или сериал. И, конечно, я с удовольствием возглавила команду. У нас есть режиссер Дмитрий Кольцов, который снял «Рядовой Чарин». Если один фильм сделать, то все не вместится в свою историю. Слишком много событий, и поэтому нам предложили снять как сериал. Сериалы, они более популярны сейчас. Он тоже вдохновился, он говорит, такие истории надо снимать обязательно, чтобы не только Якутия, но вообще страна гордилась. То есть в российский прокат можно выпустить. Сценарист у нас Мария Павлова, автор книги. То есть у нас есть команда, но, к сожалению, пока нету средств.